Вкусно, да? Вкусный? Очень. Он теплый еще. А, с маслом бы еще, да? Вообще огонь. Что, ребятки, всем привет! Сегодня решили мы наконец-то сделать первый заход, ребят, по автоклаву. Тушеночку сегодня будем делать. Ну и, в общем, сделаем кашку. Так, на пробу. В целом, приехали в деревню. Погода, не сказать, что жаркая. Ночью -2, днем +5. Ездили на реку, посмотрели обстановку. Ну, в общем, лед задрало. Еще бодается, еще бодается. В целом, ребят, развели мангальчик. Здесь будем делать зажарочку. Баночки готовы. Лариса Юрьевна. Всем привет. В общем, все у нас, ребят, готово. Морковочка. Вчера Лариса сделала мяско. Сегодня у нас будет тушенка из свинины. Да. Первую сделаем, ребят, из мяса, да, и кашечку гречневую. В общем, рыбу пока не поймали, так что будем делать из мяса. Ну, в целом, ребят, не ищем легких путей. Можно было сделать, конечно, дома, спокойненько, да, без ветра. Сегодня ветрено. Но мы решили сделать на улице. Попробовать в полевых условиях, как это делается. В общем, мне кажется, даже промысловикам вот можно будет с собой брать и готовить сразу, не отходя от кассы, там утку, рыбу. В общем, приготовил, ребят, газовый баллон. В общем, будем на газу делать. Ну и в целом все. У нас, в принципе, все готово. Крышечки вчера купили, именно вот такие винтовые. 10 баночек, полная закладка будет у нас. В общем, попробуем, ребят, сейчас разберемся, маломайски, что да как. Делать будем на пару, да, Ларис? Да. То бишь, заливать не полностью будем водой, ребят, а именно паровым методом будем делать. В общем, все, начинаем, ребят. Сейчас сделаем нарезочку, мясо готово, будем делать закладки, ну и будем пробовать. Все. В общем, кто не в теме, недавно мы приобрели автоклав Fensal Mini, именно маленький автоклавчик на 10 пол-литровых баночек. Лариса его помыла, приготовила к применению. В общем, все, сейчас будем загружать красавца. Делаем зажарку. На кашу, да? Да. Морковка, лук.
мясо посолим. Получается, на одну 0,5 баночку идет 5 грамм соли. То есть, если мы взяли 3 килограмма, получается, да? 6 ложечек столовых. Так, чайных. 2, 3, 4, 5, 6. Соль получается каменная. Не йодированная, не экстра. Просто каменная соль. Расскажи, что за мясо у тебя? Свинина с жирком. Самое главное, ребят, мы забыли, сегодня же непростой день. Ларис. Сегодня вербное воскресенье. Верное воскресенье, ребят, мы Всех с праздником. по пути нарвали веточек, привезли маме в деревню. И, в общем, всех с праздником. Я знаю, что сегодня в Беларуси уже Пасха получается, на неделю раньше, потому что с Пашкой я на связи. Но у нас сегодня вот погодка, и мы мангал не просто так завели, чтобы пожарить, допустим, морковку, лук. Мы там взяли немножко сосисок, колбасок. Тоже хотим пожарить и, в общем, провести денек сегодня на природе. Шикарная погода. Солнышко. Ну, снега, ребята, очень много. На сегодняшнее число какое, Ларис? 17 апреля. Еще у нас снег. Так, сейчас будем делать закладку. Получается, на дно каждой баночки по лаврушечке. Можем. По перчику. Несколько горошин простого черного перца получается. Сейчас покажу. Горошком. Ой. Получается 3-4. Так, на глаз. И душистый. Душистый кладу по одному. По одной горошине. Так, теперь начинаем закладку мяса. На кашу грамм 350-400 надо положить. Так, мы хотели сделать 5 банок просто тушенки из свинины и 5 банок гречневой каши. В итоге у нас, мы так подумали, мяса не хватило. Придется делать все 10 банок с греча с мясом. Так, теперь по 3 ложки гречки промытой. Мне кажется. Нормально. Угу. Там как пишут, что не полностью, да? Да, да. Ну, вот, до горлышка. До горловины, да. Ну ничего, будет кашка у нас еще, какая разница. Ну, да. Будем знать зато. Первый раз, ребята, пробуем, так что вот
Не обессудьте. Да. Не кидайте камнями. Ну, это у нас только начало, мне кажется. Будем пробовать. Надо еще, значит, гречу помыть. Да, гречку еще надо помыть. Видишь, с луком, с гречкой ты угадала. По 3-4 ложки. Глаз алмаз. А вот с мясом чуть-чуть, да, прогадали. Ладно, будем делать кашу, значит, сегодня. Тут мужская фигня. Да? Да. Так, друзья, наливаем водичку. Так, у нас мы поставили уже фальш-панель. Ой, как фальш-дно. 1,5 литра воды нам надо залить, чтобы, получается, вода не доставала до этого фальш-дна. Ну, вот так, идеально. Угу. Все, грузим. Да. Закладку делаем. Так, второе дно. Угу. Ну, вот так вот, ребят, как-то. Сейчас будем пробовать. В общем, те чуть повыше баночки, эти чуть поменьше. Ну, главное, чтобы были одинаковой высоты. И все. А так, в целом, можно вот хоть 3 банки приготовить. Без разницы. Все, мы уже шланг надели. Крышку. Все. Теперь вентиля. Вентиля, ребята. Закручиваем. Закручиваем попарно. Угу. То есть крест-накрест. Ну, как колесо от машины. Чтобы не перекосило. Как колесо от машины. Ну давай, кормилец. Поставил? Да, все, огонь. Так, воздушный клапан обязательно, чтобы был открыт. Пока мы не доведем до кипения, надо, чтобы воздушный клапан был открыт. Все, понято. Ну что, все установили, в общем. Температура поднимается. 65 градусов уже. Но мы пока завели мангальчик. Сейчас будем готовить вот такие колбаски. Заехали, купили. Приготовим еще. Так, на ход ноги, так скажем. Сейчас прожгу. Давай, Юрий, начнем. Грузи-ка. Колбасятину, да. Купили хлеб, ребят, свежий, кстати. Пекут у нас тут. Горячий. Но он уже не горячий, конечно. Но пока везли его, запах был, конечно, просто пушка. Вот, сейчас быстренько еще колбасок сделаем. Пикничок, короче, у нас такой сегодня у нас. Опа. Ну все, давай, родные. О, огонь. Залезли, ребят, в беседку, потому что ветер задувает и не можем температуру нагнать. Ну сейчас в целом все нормально. Безветренно. Ветерок все равно дует и не получается. Так, друзья, ну что у нас? Сотка. Мы кипим. Вот. Пошла возня. Что, закрываем? Да, воздушный клапан закрываем и доводим. И сейчас будем 1,2. Будем поднимать давление, Да. получается. Все, закрываем, значит. Опачки. То есть это должно подняться. Сейчас вот этот должен клапан подняться, да. Опа, есть контакт. Все. Процесс, ребята, пошел.
Теперь процесс пошел давления. То, что нам нужно. 40 минут. Вот, теперь будем до 1,3 поднимать и 40 минут готовка, в общем. Все, погнали. Ну, братцы, готовы сосисочки. Тушеночка готовится. Минут 40 в таком положении сейчас она будет. Посмотрим. Все. Оба. Колбаски. Что-то в этом году, говорит, мы обленились обычно зимой, летом. Что, мне кажется, готовы же, да, они? Да, да, уже. Ветерок на улице, ну. Свежий хлебушек. Угу. Нормально. Огонь, ребята. Что-то мы давно не ели такие вещи. Вкусные. Хотели что-то шашлык сделать. Я говорю, давай попроще. Попроще она и лучше. Так, у нас 120. 1,2. 1,2. Все, уменьшай, да, немножко. Уменьшаем, да, чтобы давление не подняло. Ну вот. Немножко уменьшили. В принципе, не должно сейчас ничего. Ну да, вот она в таком положении, ребята, минут 40 и должно. Температура 120 и по давлению 1,3, 1,2. Все. Ждем. Продолжается. Мы пообедали. Отлично. Так, друзья, ну что, у нас сколько? Час уже варится, да? Больше, наверное, простоял. Мы Нет, больше-то нет. давали 40 минут. Ну, Да, час. мы час поддержали, ребят. Ну все, в общем, выключаем огонь и даем. Будет остывать до 40 градусов. До 40 градусов будет остывать. Клапан упадет. Да, сам. И только тогда, ребят, будем открывать. То бишь сейчас мы даже его не открываем. Он еще будет готовиться в этом режиме. Все доходить. Как-то так. Ну, получается, будем ждать. Занесли домой. Получается, будет остывать самостоятельно. Вот уже 100. В общем, до 40 дойдет, и клапан должен автоматически закрыться. Ну, короче, через часа 4-5 только откроем, наверное. Пускай остывает. Ну что, друзья, настал час Х, самое приятное. Вчера вот мы затарили 10 баночек. Надо было, чтобы автоклав полностью остыл до 40 градусов и своим ходом, так скажем. И потом можно было бы его открыть, попробовать горячую тушенку. Но вчера уехали, не было времени. Сегодня вот второй день, денек. Давайте, ребят, откроем, что получилось, в общем. Прошла ночь, соответственно, автоклав уже полностью остыл. Ну и, в общем, давайте попробуем, что у нас получилось. Иди сюда, красавчик. В общем, ребята, температура должна была упасть с 120 на 40, а клапан автоматически закрылся, как мы его видим. Ну и можно было уже открывать, пробовать. Но вчера мы уехали, и сегодня хочу открыть, достать нашу тушеночку, точнее кашу с тушенкой. Открываем вентиля. Да, интересно, ребята, интересно первый раз, что у нас получилось. Кстати, крышка получилась герметично, никаких пропусков не было. Так, вуаля, папам. Немножко водички. Так, братцы, ну что, пробуем. Давайте постелю полотенышко.
Ну что, ребятки, вот такая кашка. Вот она, красотка. Сейчас, в общем, ребят, достану все и посмотрим. Гречка разбухла, тушеночка, видно, растопилась. Блин, ну круто, наверное. Давайте сейчас все достану и посмотрим. Мясо у нас на дне. Смотрите, братцы. Мясо мягкое, нежное. Взял хлебушек. В общем, ребят, я плюсую, смотрите. Получилось все очень великолепно. Ну, такое мяско. Тема крутая. Отлично. Первая проба приготовить мясную тушенку, но у нас не хватило мяса, мы решили сделать это с кашей. И это все получилось. 10 баночек, ребята. Красота. О, специи все, душистый перец, все прям чувствуется. Обалденно. В общем, я плюсую, ребят. Я давайте буду рубать, она очень вкусная.